Здравствуйте, новости на канале НТС, в студии Джилдош Исаков. Алмазмамбетов покинул должность. О том, что глава госрегистрационной службы ушел с поста, стало известно сегодня. Причины пока не сообщаются, однако в правительстве подтвердили информацию о его отставке, правда не уточнив, по собственному ли желанию чиновник уволился или его уволили за недостатки в работе. Алмазмамбетов, бывший градоначальник Балыкчи, успел поработать в госрегистрационной службе менее года, но и за это время успел побывать в эпицентре скандала. В декабре прошлого года в интернет попали несколько фотографий с камер безопасного города, согласно которым автомобиль «Мерседес» нарушил скоростной режим. За рулем его находился мужчина, очень похожий на Мамбетова, в компании пассажирки. Фото оказались компрометирующего характера. Схожесть эту начальник ГРС и сам признал, но заявил, что это был не он. Госномер на этом автомобиле оказался подложным, так как ранее он был выявлен еще на нескольких других авто. За период его работы главой ГРС граждане не могли получить то водительские удостоверения, то госномерные знаки из-за отсутствия бланков и пластин. Уволен был и директор госпредприятия УНА Алмджан Кузубаев. Это бывший департамент транспортных средств и водительского состава, который также существует при ГРС. В УНА его преобразовали в конце 2018 года. Отстранить чиновника от должности рекомендовал Совет Безопасности. На последнем заседании его секретарь Дамир Саганбаев отметил, что из 148 мероприятий, заложенных в плане по демонтажу системной коррупции, неисполненными остались 83. Между тем, по работе предприятия расследуется около 100 уголовных дел. По отдельным материалам досудебного производства проходит и сам теперь уже бывший директор Алмджан Кузубаев. Кроме того, работники самого предприятия несколько раз выступали с обвинениями в адрес Кузубаева. По их словам, начальник беспричинно не продлевал с ними трудовые договоры, а чтобы они могли остаться на своих местах, требовал с них вознаграждения. Сам Кузубаев эти факты отрицал. В ГРС, проведя проверку, нарушения выявили и передали материалы Совбез, но уволить Кузубаева было не в их полномочиях. А депутаты срочно требуют принять меры с внезапным переселением граждан в города, где уже 12 апреля пройдут выборы в местные кенеши. Кинжибек Букоев и Джанар Акаев отметили, что с массовой пропиской сельчан в эти населенные пункты в данное время ни одна из служб ничего сделать не может. Так ашанами и, скорее всего, лишь на время, по словам Акаева, за последний месяц стали уже более 40 тысяч человек. Мало того, что люди так и не голосуют за конкретных депутатов, как это не раз предлагалось сделать, так еще и лидеры партии таким образом подвозят ко дню голосования своих родственников и сторонников. У пенсионеров и студентов, по информации народных избранников, собирают паспорта за деньги и прописывают их в городах. Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял верительные грамоты от послов 5 стран. Так, недавно свою дипломатическую миссию в нашей стране начали представители Таджикистана, Израиля, Словении, Ирана и Исландии. Глава государства поздравил послов их с этим и пожелал успехов в их деятельности и выразил уверенность в том, что они внесут значительный вклад в укрепление отношений между нашими странами. Мы обсудили вопрос активизации межправительственных комиссий, которые существуют между Таджикистаном и Кыргызстаном. Кыргызская республика является приоритетным во внешней политике Республики Таджикистан. Вопросы дальнейшего развития, расширения двустороннего сотрудничества находятся под пристальным вниманием президента и правительства моей страны, которые искренне заинтересованы поднять их на новый качественный уровень. Президент Жээнбеков сказал, что это год развития регионов, цифровизации и защиты детей. И наше государство, и наши частные компании, фирмы будут очень довольны и рады участвовать в этих проектах, развивать эти отрасли, потому что Израиль – это страна стартапов. Посольство Словении в Москве курирует всех, и кроме России, всех 5 центральноазийских государств. Будем стараться в этом направлении открыть здесь консульство. У меня была продуктивная встреча с главой вашей республики. Мы обсудили насущные вопросы относительно сотрудничества наших стран. Отношения между Кыргызстаном хорошо развиваются. Гидроэнергетика является для Исландии приоритетом. Наши страны очень схожи географическим расположением и имеющимися природными ресурсами. Я очень
надеюсь, что во время моей миссии в Кыргызстане я смогу помочь развитию двусторонних отношений, в частности в сфере экономики, для того, чтобы мы могли воспользоваться тем потенциалом, который имеется у двух стран. Сразу несколько крупных пожаров случилось накануне вечером в столице. На улице Курманжан-Датки сгорел мебельный цех. Возгорание случилось около 6 часов вечера, так как объект был полон легко воспламеняющихся веществ. Это и дерево, и обивочные ткани. Огонь быстро распространялся на всей территории цеха. На место стянули 7 пожарных расчетов. В МЧС сообщили, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось почти 6 часов. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. А буквально через 2 часа вспыхнул еще один крупный пожар. Однако это ЧП грозило куда большей опасностью прилегающим домам и территориям. Загорелся склад горюче-смазочных материалов на пересечении улиц Дебикджулу и Тимирязева. В 8:40 вечера к пожарным поступил звонок. Сразу 10 расчетов прибыли на место. Огонь уничтожил 2800 квадратных метров площади, так как пламя успело перекинуться на соседние дома. Локализовать возгорание удалось лишь к полуночи. Работы по ликвидации ЧП продолжались и ночью. Кроме пожарных, на месте работали также милиционеры, врачи, сотрудники газовой службы и электрики. Из-за масштабов возгорания в МЧС создали специальную оперативную группу. Причины происшествия пока не называются, начато расследование. Соседи рассказывают, что много раз писали жалобы в соответствующие инстанции о том, что прямо в частном секторе, в жилом доме, сделали склад ГСМ. Цистерны установили в подвале, но реакции не было. В итоге это привело к страшному пожару. К счастью, люди успели отбежать от горящего склада на безопасное расстояние. На таможне вскрыли коррупционную схему, по которой транснациональная группировка при помощи кыргызского таможенника незаконно оформляла таможенный транзит табачных изделий. Общая стоимость товара оценивается более чем в 250 тысяч долларов. Указанный товар якобы следовал транзитом через Кыргызстан из Латвии в Афганистан. По подозрению в злоупотреблении должностным положением арестован сотрудник таможни и 4 иностранца, граждане России и Казахстана. Последние через посредников передавали таможенникам взятку в размере 65 тысяч долларов. Позднее был задержан еще один гражданин Белоруссии. Он пытался передать сотрудникам ГТС еще 75 тысяч долларов. В Тазалыке снова разбирательство. Сначала скандал за облачными зарплатами администрации, а теперь с ГСМ. На этот раз Госкомитет нацбезопасности провел аресты в муниципальном предприятии. Задержали главного бухгалтера и 2 операторов по фактам растраты веренного имущества, а именно топлива на сумму 84 миллиона сомов. Их подозревают в том, что талоны на ГСМ, предназначенные для работы техники Тазалыка, они растратили в личных целях. Пока все арестанты под домашним арестом. Спасти город от смога любой ценой. Она может составить 20 сомов, которые пассажирам придется заплатить за одну поездку в новых экологичных автобусах. С таким ценовым предложением выступил накануне аким Первомайского района столицы Мавлян Аскарбеков. На заседании штаба по развитию общественного транспорта как раз обсуждалась инициатива мэрии по приобретению новых автобусов в лизинг. Пока купить хотят около 100 единиц транспорта, но чтобы покрыть всю потребность города, нужно еще 800 штук. Лизинг, как отметили муниципальные чиновники, это долгосрочный кредит, источник финансирования пока не определен. В этой связи аким предложил повысить тариф и предположил, что горожане на это согласятся. Ситуация с дорожным движением в городе критичная, в то время как проблема смога и вовсе стала угрожающей. На этом пока все. О развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусков. Увидимся.